По официальной статистике, после 40 лет почти у каждого третьего человека развивается риск сердечных заболеваний. Особо опасным из них считается сердечная недостаточность. Главные правила при спасении пациента – скорость оказания медицинской помощи. В противном случае человек может умереть в течение нескольких минут. Жетишсиздиги барбы, же болобу дегенге жооп алыш үчүн ушундай экспресс метод аппаратыбыз бар. В городском доме-интернате «Умют» отечественные врачи-исследователи провели профилактический медосмотр пожилых людей. Это не просто очередное обследование, а новый метод прогнозирования, который в нашей стране внедряется впервые. С помощью искусственного интеллекта и маленького аппарата стоимостью в $100 можно выявить наличие сердечной недостаточности за 2 минуты. Мы начали сейчас с дома престарелых, где основные наши контингенты являются здесь. Какую новизну составляет данный метод? Здесь дело в искусственном интеллекте. То есть раньше, если пациентам приходилось ездить в поликлинику или в отдаленные районы, если в сельских или в горных местностях, в данном случае не требуется такое. Данный метод отличается от других медицинских исследований своей простотой. К тому же методу прогнозирования может научиться каждый, кто имеет смартфон. По сравнению с золотым стандартом, который является ультразвуковой метод исследования, наш метод дает 85% совпадений, то есть корреляция 0,85. И поэтому мы можем... В чем преимущество нашего метода? Удобство, кратковременность, мобильность и дешевизна. По словам руководителя научного исследования Ишенбая Молдоташева, этот метод разрабатывается только в Кыргызстане. Его пока что нет ни в одной из стран СНГ. На предложенный способ диагностики сердечной недостаточности получен патент. Результаты исследований обсуждались на международной конференции в Дубае и во время местных конференций. Наш подход, он сейчас в мире нигде не используется. И, допустим, потребность в развитых странах в этом минимальная, потому что там в каждом районе, селе там имеется вот это оборудование дорогостоящее. А в наших условиях, в странах СНГ, скажем, таких условий нет. В селах пациенты не обследуются. Профилактика у нас в Кыргызстане по сердечно-сосудистым заболеваниям практически не проводится. В социальном учреждении «Умют» проживают 215 человек. Данные обследования пройдут все жители дома-интерната. По словам директора, оказанная помощь существенно облегчит дальнейшее детальное обследование постояльцев. Так как здесь проживают в основном престарелые, нам очень важны такого рода обследования. В учреждении работает 15 человек медицинского персонала, и мы тоже часто проводим медосмотры. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Однако для нас это большая помощь со стороны врачей-исследователей данного метода. Традиционное выявление сердечной недостаточности проводится с помощью дорогостоящего УЗИ-аппарата. В больших отдаленных регионах такое оборудование и вовсе отсутствует. А аппараты этого способа имеют маленький размер, что в разы облегчает процесс транспортировки. Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.